Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Сотни погибших и пьяные за рулем. Вчера опять пьяного руководителя поймали с МЧС. У нас директор МЧС, он трезвый вообще не ходит, он с утра уже пьяный. О ком и о чем сегодня говорили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, расскажет Салават Мухаммадулян. Благодаря им республика в лидерах страны по производству сельхозпродукции. Очень рекордный за последние 12 лет урожай зерновых. 5,4 миллиона тонн зерна. В Казани сегодня чествовали аграриев. Кто они? Заслуженные работники сельского хозяйства, расскажет Вероника Гайнудинова. А у нас во дворе 30 коров. Своих пчелок оставляем, у которых много молока. Как азнакаевские фермеры построили бизнес с нуля. Филюза Хамидуллина. В Татарстане сегодня подтверждено еще 2 случая смерти от коронавируса. Это жители Казани 57 и 54 лет. Были доставлены в больницы уже с пневмонией. Спасти не удалось. Таким образом, в республике от COVID-19 скончались 83 человека. Всего за последние сутки в Татарстане зафиксирован 31 новый случай заболевания. Это больше, чем накануне. Как сообщает оперативный штаб, большинству пациентов от 30 до 50 лет. В России за последние сутки выявили 11 493 заболевших. Каждый 4-й не имел симптомов. По-прежнему больше всего пациентов в Москве – это 3323 человека. А в Хабаровском крае, где сегодня 94 заболевших, на удаленку перевели работающих жителей старше 65 лет. В театрах и кинозалах рекомендовано снизить количество посетителей. В Забайкальском крае при 105 больных за сегодня началась вакцинация врачей от COVID-19. Среди соседних с Татарстаном регионов больше всего заболевших снова в Ульяновской области – 148 человек. В эти дни республиканская инфекционная больница работает как провизорный госпиталь. Сюда привозят пациентов для уточнения диагноза коронавирус. Этим в Минздраве Татарстана сегодня объяснили очередь скорых в инфекционку. Напомним, в соцсетях ночью появилось видео, как десятки машин стоят около РК ИП. Мы находимся в очереди. Тут впереди 2 ряда. Вот это наш ряд. В ведомстве отметили, цитата, «Во время ожидания пациенты находятся под наблюдением. Очередность распределяется, исходя из экстренности. Кроме того, осенью традиционно наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ. Жители республики сейчас при малейших признаках простуды или подъеме температуры вызывают скорую помощь и настаивают на компьютерной томографии». Конец цитаты. Роспотребнадзор республики переходит ко 2-му этапу изучения иммунитета к коронавирусу. Напомним, во время первого исследования в июне тесты на антитела взяли у 3000 татарстанцев. Они показали, почти каждый 3-й уже встречался с ковид. Сейчас этих же людей проверят повторно. Вырос спрос на эти анализы и в частных клиниках республики. Совпадают ли их результаты с пилотным тестированием в регионах, расскажет Салават Мухаммадулян. Немного страшно, не переживайте. Рука немного дрожит, сердцебиение учащается. Так Диана Муртазина впервые сдает тест на антитела к коронавирусу. Говорит, в начале осени немного болела и теперь решила проверить, а не был ли это ковид. Я, конечно, буду очень рада, если у меня обнаружат антитела, потому что тогда я смогу обезопасить себя и своих близких. Кто с надеждой на иммунитет, кто со страхом. Тест на антитела сейчас в тренде. Только в этой частной лаборатории исследуют до 300 анализов на антитела в день. Если в начале тестирования, это в мае-июне, мы выявляли примерно 5-10% положительных, то сейчас это 20 и 30%, что говорит о том, что иммунная прослойка в обществе у нас возрастает. В другой клинике положительный тест на антитела у каждого 3-го сдающего. Правда, точное количество таких пациентов здесь не называют. Просто много. Сегодня тест на антитела сдали и сотрудники информационных программ нашей телерадиокомпании. Именно они в зоне риска каждый день. Несколько выездов, в том числе и на крупные массовые мероприятия. Сама процедура сдачи крови на антитела совсем не отличается от того, к чему мы привыкли еще до ковидного периода. Нужно немного успокоиться, протянуть руку. И прямо сейчас... Куда? Откуда? Из вены. Из вены. Не больно? Сейчас проверим. Действительно, никакого дискомфорта и все за 3 минуты. Кто-то хочет себе антитела, а кто-то наоборот. Если не болел, то значит у тебя есть риск заболеть.
Если болел, ты, значит, в прошлом болел и не знал, что у тебя внутри болезнь тебя сидела. Хотелось бы, конечно, чтобы антитела были. Но я думаю, что все-таки я не болела, потому что хоть как-нибудь, но это бы проявилось хотя бы там через насморк, через какое-то першение в горле, на этого ничего не было. Результаты тестов покажут картину иммунитета в коллективе. Согласно правилам Роспотребнадзора, на работающих предприятиях обязательно соблюдение масочного режима, фильтр на входе, социальная дистанция и, при возможности, переход на удаленную или посменную работу. Ситуация меняется каждый день, она, к сожалению, не становится лучше. Поэтому мы регулярно, как вы знаете, проводим тестирование, регулярно проводим дезинфекцию помещений. Очень внимательно, я лично там хожу, всех пугаю с масочным режимом, знаете, это знаете тоже. Тестирование сегодня идет процесс, чтобы понять, насколько велика угроза эпидемии и насколько мы защищены от этого вируса. Тем временем эпидемиологи республики начинают второй этап изучения иммунитета к коронавирусу. Летом во время первого этапа оказалось, что иммунитет к ковиду в Татарстане есть у каждого третьего сдавшего тест. Здесь у нас две задачи. Выявить, сохраняется ли иммунитет у тех, у которых был иммунитет в июне месяце. И вторая задача – определить, есть ли лица, вошедшие в число лиц иммунных или те, у которых появились антитела. При этом неважно, есть у вас антитела или нет. В любом случае нужно носить маску и дезинфицировать руки. Даже переболев коронавирусом, вы можете быть переносчиком инфекции. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Челнах до конца года планируют дополнительно проверить на иммунитет тех, кто уже переболел ОРВИ и коронавирусом. В список выборочно попадут больше 6 тысяч человек. Это как взрослые, так и дети. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в Автограде. Тестирование уже прошли более 400 детей и подростков. При этом зафиксированных случаев ковид у школьников не выявлено. Ситуация в Автограде сейчас стабильная, однако в городе предприняты все меры, чтобы быть во всеоружии. 5-я горбольница накануне вновь стала ковид-госпиталем. Как отметили в местном Роспотребнадзоре, новых очагов в коллективах Автограда сейчас не зафиксировано, и в переходе на дистанционку нет необходимости. Но работодатель сам принимает решение. Татарстан пока не намерен ужесточать ограничения в связи с коронавирусом. Об этом сегодня заявили в Казанском Кремле. Как отметила Лилия Галимова, сейчас необходимо соблюдать действующие правила. Для граждан это ношение масок в общественных местах и транспорте. Организациям же необходимо осуществлять температурный контроль на входе, обеспечить социальное дистанцирование и использование санитайзеров. Президент Татарстана уже поручил усилить контроль за тем, как соблюдаются эти требования. Вопрос введения каких-то ужесточений на сегодняшний день не обсуждается. Но призываем и настаиваем на то, что ношение масок должно соблюдаться, этот режим должен соблюдаться. Как пандемия повлияла на убыль населения в России? Почему в Татарстане смертность в этом году выросла сразу на 15,4%? Подробнее об этом в аналитическом материале в интернет-газете «Реальное время». Продолжаем программу. В этом году в 16 районах выросла смертность на дорогах. 228 погибших и больше 3,5 тысяч раненых на дорогах Татарстана. Печальные итоги за 9 месяцев подвели сегодня на правительственной комиссии по БДД в Муслюмово. Заседание получилось достаточно жестким. В чем район не дорабатывает и кто из глав подвергся критике, не успев зайти в зал заседания, расскажет Салават Мухаммадуллин. Пьяные водители, высокая скорость, нарушения со стороны пешеходов. Годы идут, дороги ремонтируются, машины становятся безопаснее, но смертей по-прежнему сотни. За 9 месяцев этого года на дорогах республики погибли 228 человек. Если сравнить, это небольшая деревня, хотя по статистике цифра на 5% меньше, чем за тот же период 2019-го. Но... Умножьте на 3 как минимум. Супруга, ребенок. Не хочу повторять. Простые вещи. Задумайтесь об этом. Лучше вину не признавать, но чтобы они были живы. Наверное, самый правильный подход. В 16 районах республики выросло количество ДТП с погибшими. Среди них Муслюмовский. Здесь в 14 серьезных авариях 5 человек погибли, 17 ранено. При том, что в прошлом году погибших не было. Почему так произошло? Кто не дорабатывает? Вопросы сегодня адресовали местной комиссии БДД. Сверили ваших приборов алкотестера, выявлено 8 фактов несоставления административных материалов при положительном результате экспресс-теста. Но прокурор здесь и, по большому счету, дело пахнет должностным преступлением.
Разбираться, кто не доработал, долго не придется. В районе всего 3 сотрудника ГИБДД, и этого недостаточно, сетовал глава района. Круглые сутки они не могут контролировать все дороги, потому что 300 с чем-то километров региональных, 300 с чем-то километров муниципальных дорог. Это просто невозможно. Сил своих здесь предостаточно. Можно подключить еще 9 участковых. Дальше больше. Ни чины, ни звания не должны быть поводом для оправдания. Вопросы возникли и к руководителю местного МЧС. Вчера опять пьяного руководителя поймали с МЧС. Там 1,6 промилле. Там убийственная доза у него. У нас директор МЧС, он трезвый вообще не ходит, он с утра уже пьяный. Я уже 3-й год прошу министра МЧС, чтобы его уволили. Но его не увольняют почему-то. В числе нарушителей руководитель местного исполкома, он же начальник районной комиссии по ВДД, сегодня приехал на заседание на тонированном авто. Как вы так сами являетесь первым нарушителем, как председатель комиссии? Как вы вот это простой свой поступок можете объяснить? Признаю, в мое отсутствие по состоянию болезни водитель затонировал служебный автомобиль. Пленка там была светлая, я этого не усмотрел. Не допускайте, чтобы мы вам задавали такие нелицеприятные вопросы. На связи сегодня все районы республики. И хотя в центре внимания был Муслюмовский, проблема аналогична везде. Начинать с себя и всерьез взяться за решение вопросов, связанных с безопасностью на дорогах. Такой итог выездного заседания. Салават Ухмадуллин и Шатаюпов Рамиль Закиев, ТНВ, Муслюмовский район. К другим темам. Они вырастили рекордный урожай. Благодаря им республика в лидерах страны по животноводству и первая по молоку. В Казани сегодня чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Свой профессиональный праздник они отметят в это воскресенье. Сказать спасибо лично сегодня приехал президент. Гульбека Каримова из Тюлечинского района – лучшая доярка ТССР. Одна из героинь книги о столетней истории сельского хозяйства Татарстана. На ферму пришла после 7-летней школы. Все тогда делалось вручную. Сегодня герой соцтруда вручает первый экземпляр книги президенту. Сегодня Татарстан – один из ведущих регионов страны по производству сельхозпродукции. Входит в 5 лидеров. Республика полностью себя обеспечивает продовольствием и ставит рекорды. Несмотря на сложный период, в текущем году намолочен рекордный за последние 12 лет урожай зерновых – 5,4 миллиона тонн зерна. Урожайность составила 35,4 центнера с гектара. Все благодаря им, преданным своему делу селянам. Они отмечают свой профессиональный праздник. В АПК республики сегодня работают больше 60 тысяч татарстанцев. Республика уверенно сохраняет лидирующую позицию в России по производству молока. В текущем году будет произведено свыше 1,9 миллиона тонн молока. В следующем году необходимо превысить уровень 2 миллионов тонн. По словам президента, важный фактор развития села – малые хозяйства. В Татарстане сформировался крепкий фермерский класс. За особый вклад в развитие агропромышленного комплекса республики. Лучшим аграриям – госнаграды. Орден за заслуги перед Республикой Татарстан трактористу из Балтасинского района Шамилю Гилманову. Почетные звания – заслуженный механизатор, животновод, агроном, зоотехник, ветеринар, труженикам села. Еще много задач. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе за счет внедрения цифровых технологий. Увеличение экспорта, усиление селекционной работы в животноводстве и растениеводстве. Сейчас наша продукция экспортируется в 70 стран мира. Новая амбициозная задача от президента – максимально перерабатывать продукцию в республике и экспортировать уже готовый товар. Хочу искренне поблагодарить за любовь к родной земле, упорный труд и вклад в развитие Татарстана. Вероника Гайнудинова, ТНВ, Казань. В Татарстане есть примеры, когда свой бизнес на селе строят буквально с нуля. Семья Мустакимовых из Азнакаевского района создали молочную ферму всего полгода назад, в самом начале пандемии, и уже успели выйти на прибыль. Район сейчас в 5 лучших в республике по производству молока. И в этом значительная заслуга таких семейных ферм, как у Мустакимовых. С фермером «Новой волны» познакомилась Филюза Хамидуллина. Каждую здесь называют ласково по имени. Так они больше молока дают и послушнее, говорит фермер Фаяз Мустакимов. У него коровы особой породы – чернопестрые и галштинские. 30 буренок привезли из Кировской области. Они вообще-то
на наш климат подходит больше, чем другие породы. И производительность молока нормальная. Считать, можно сказать, 18 литров молока мы доим с каждой коровы. В итоге 400 литров в день. Для небольшой фермы хороший объем. Здесь же трудится вся семья Мустакимовых. Когда с ними разговариваешь, и качество молока высокое. Анализ сдаем в начале месяца. Жирность составляет 3,5, 4,5. Создать молочную ферму Мустакимовы решили 4 года назад. За свой счет же построили вот этот двухэтажный коровник у себя же во дворе. Закупить поголовье и расширить бизнес помог республиканский грант в 3 миллиона рублей. Каждый день даем фураж, он влияет на жирность молока. Опыт животноводства у них уже был. Вложения купили за год. Молока у нас, это самое, забирает кооператив, организовали. По 21, по 22 рубля. Кормами проблем нету. В соседнем селе есть фермер тоже, он занимается поливодством. Он мне готовит корма, привозит, так выгоднее. Мустакимовы создали и новые рабочие места. Работать на ферму пришли односельчане. В планах увеличить поголовье коров до 100. Своих телок оставляем, у которых много молока, жирность молока нормальная, их оставляем себе. Фаяз Мустакимов одним из первых в районе решил работать на себя и не прогадал, став примером односельчанам. И таких хозяйств только в Вознакаевском районе больше 40. Сегодня район в лидерах по производству молока. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Вознакаевский район. Рустам Минниханов внес в Госсовет законопроект о бюджете республики на предстоящие 3 года. В ближайшее время документ, насчитывающий более 4000 страниц, начнут рассматривать профильные комитеты парламента. Предстоит непростая работа. Как отмечают, доходы просели в связи с пандемией и падением цен на нефть. По предварительным расчетам, бюджет будет с дефицитом почти 3 миллиарда рублей. Ждут, что в будущем доходы будут расти и дефицит восполнит. Казна, как и ранее, сохранит свою социальную направленность. 90% средств пойдут на госпрограммы. 15 октября по бюджету состоятся парламентские слушания, а 21 числа перед сессией Госсовета представят сводное заключение. Сегодня в Госсовете Татарстана подвели итоги республиканского конкурса «Шаги Победы». Награды вручил Фарид Мухаммедшин. В конкурсе участвовали 1500 школьников из 42 районов Татарстана. Настоящим экзаменом для волонтеров стала пандемия. Более 5500 добровольцев отработали 14 тысяч заявок от пожилых. Во время изоляции они доставляли продукты ветеранам, проводили концерты во дворах и занимались поисками пропавших на войне. Более 400 мероприятий, таких как «Сады Победы», «Свеча памяти», «Окна Победы», помогли пожилым почувствовать себя в центре внимания. В рамках федерального проекта волонтеры раздали ветеранам войны 868 мобильных телефонов. Вы делаете добро людям, которые востребованы в этом добре. Ветеранам, больным, немощным, участникам войны, посещая их. Но я скажу, что это еще большой воспитательный процесс. Когда-то, когда мы станем пожилыми, вы можете с гордостью говорить, я встречался с живым участником Великой Отечественной войны, посещал его на дому, оказал ему содействие. Театральный поклон медикам Татарстана. Сегодня в Казани московские актеры Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова представили спектакль «Метаморфозы Мадрид» на основе произведений Бунина и Чехова. Такой реверанс творческая лаборатория подготовила специально в поддержку всех врачей, которые борются с коронавирусом. В эти минуты в Казанском театре оперы и балета работает наш корреспондент Наталья Мезина. Наташа, добрый вечер. Расскажи, смогли ли медики выкроить время и прийти на спектакль? Да, Даяна, добрый вечер. Что ж, действительно, я сейчас нахожусь в театре оперы и балета имени Мусы Джалили. И, как вы, наверное, уже успели заметить, не в зрительном зале, а в холле. Все для того, чтобы не нарушить ту тонкую атмосферу, которую создали московские актеры. И спешу ответить на ваш вопрос. В своем невероятно плотном графике врачи и медсестры все-таки успели найти пару часов для того, чтобы выкроить такой культурный вечер. До начала спектакля нам удалось пообщаться со зрителями, и все они как один говорят, что с огромным предвкушением шли сегодня на этот спектакль. А сами они становятся на деле не только зрителями, но и участниками. То есть авторский проект Никиты Михалкова и его учеников он погружает в свой спектакль с самого начала. В самом холле происходит экскурсия, такая мини-экскурсия по Антону Павловичу Чехову, ведь именно его произведения легли в основу спектакля. А саму постановку «Метаморфоза» ее трудно назвать такой традиционной. Скорее, это всего такой некий формат генеральной репетиции, где в центре зала сидит режиссер. Он дает указания актерам, может сделать им замечания и даже остановить спектакль. За 2 часа актеры перевоплощаются в сотню разных образов, и все это происходит на
стыке жанра театра и кино. До начала спектакля нам удалось пообщаться с актерами. Это огромная удача. Я предлагаю сейчас послушать, что они сказали, а также услышать эксклюзивный видеофрагмент от Никиты Сергеевича Михалкова. Давайте послушаем. У меня столько эмоций, благодарности вот этим людям, что я аж не знаю, что говорить. Вот просто благодарность огромная. Спектакли благотворительные. Это наша дань, наш поклон вам, наше желание выразить вам теми методами, которыми мы пользуемся, то есть нашим творчеством. Огромная вам благодарность за то, что вы делаете. Да, и хотелось бы отметить, что вот этот фестиваль авторский от Никиты Сергеевича Михалкова, ему уже 3 года. С проектом актеры и мастера исколесили уже всю Россию, ну а сегодня казанцы лично смогли познакомиться с легендарными актерами, пообщаться с ними, увидеть лекции, мастер-классы. Ну а сейчас 2-часовой спектакль заканчивается, остается буквально считанные минуты до его окончания, и как зрители выйдут из зала, и я думаю, уже можно с уверенностью сказать, что этот подарок из Москвы стал настоящим таким шедевром и надолго останется в сердцах казанцев. Все, Даяна, у меня все. Спасибо. Спасибо, Наталья. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санаторий компании Татнефть. Курс на здоровье. Для тех, кто заботится о главном. Весь октябрь в автоцентре марка Datsun от 387 900 рублей. Звоните 4 пятерки 3 семерки. С 1 октября по 28 декабря акции для пенсионеров. Цена на путевку от 1630 рублей в сутки с лечением. Санаторий Ливадия, Казань. Все в порядке? Кожа очень чувствительная, сохнет невыносимо. Попробуй Родовит Актив. Защиту своей кожи от сухости в любую погоду доверяю ему. Обновленный Nissan Qashqai и X-Trail уже в наличии в автоцентре Марка. Успейте взять первым с выгодой до 324 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде поговорим через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево комфортная погода сохранится. Без осадков и скачков температуры. Плюс 14-15 градусов днем. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге погода мягкая и комфортная. Осадков нет, а тепла предостаточно. Плюс 17. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидается малооблачная погода без осадков. Температурный фон повышенный. Плюс 16-17 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси сохраняется очень теплая погода. Без осадков. К вечеру небо расчистится от облаков. В Болгаре, Дрожжином и Буинске малооблачно и тепло. Осадки не ожидаются. Днем до плюс 20. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше пока без изменений. 17-18 тепла. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Что, накипело? Да нет.
Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Фильтр Гейзер Макс защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы – кальций, магний, калий. В Казани в предстоящие сутки будет малооблачно, осадки не ожидаются. Ночью около 8 тепла, а днем воздух прогреется до плюс 18. Ветер южный, умеренный, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 44%, магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.